новый, да? Учиться новый, да? Ну ладно, мы продолжаем реализацию нашей программы. Значит, сейчас мы немножко перестановочку сделаем. Я приглашаю выступить у нас компания «Содействие». Это содействие обратная сторона Луны. Контроль доступа, видеонаблюдение, телефония. Кузьмин Василий. Да, задний передок можно подвинуться, тогда поближе. Микрофон. Тогда поближе. Раз, два. Здравствуйте. Видео. Меня зовут Кузьмин Василий, я являюсь руководителем отдела проектов компании «Содействие». Так, секунду. У нас сегодня интересная тема. Что вы знаете о компании «Содействие»? Мы все привыкли видеть ее в таком свете. Это 3 магазина компьютерной техники, 2 отдела оптовых продаж, крупнейший сервисный центр Республики Коми. Но сегодня я вам покажу обратную сторону Луны. Итак, IT-аутсорсинг. Это еще одно направление, которым занимается наша компания. Русским языком это передача работ по обслуживанию компьютерной техники другим специалистам, которые в этом не разбираются. Сегодня не является новшеством передача непрофильных каких-то служб сторонним организациям, будь то ведение бухгалтерии, ведение кадрового учета, точно так же и обслуживание компьютерной техники зачастую передается сторонним организациям, таким как мы. Наши ребята фактически выполняют работы системного администратора, устанавливают программное обеспечение, помогают вам с печатной техникой и так далее. Установка программного обеспечения, установка драйверов, администрирование сетей. Зачем этим заниматься учителю или воспитателю? У меня мама является преподавателем, я прекрасно знаю, что у вас найдется гораздо больше интересных задач, нежели вот все это. Как это работает? Мы выполняем бесплатный аудит, смотрим, какая техника у вас есть, в каком она состоянии. После этого составляется договор, в рамках которого выполняются плановые выезды. Это работа профилактическая, работа с каждым пользователем, выполнение неких плановых работ. Также, если что-то происходит, вы можете вызвать на внеплановый выезд наших сотрудников. Количество этих внеплановых выездов, оно не ограничено, и для вас она абсолютно бесплатна. Любая техника имеет свойство ломаться, поэтому в рамках этого договора мы организовали бесплатный ремонт на базе нашего сервисного центра. Вы платите только за запасные части, а работа для вас абсолютно бесплатна. Какие преимущества IT-аутсорсинга? Мы всегда рядом. Мы не уйдем в отпуск, мы не заболеем. Мы заменим одного специалиста на точно такой же квалификации. Нам не нужно отдельное помещение, нам не нужно дополнительное рабочее место, и вы получаете широкий спектр компетенций. На вас будет работать целый штат сотрудников от технического специалиста до главного инженера, включая генерального директора по необходимости. И все это за стоимость по цене одного специалиста. Ну и как приятный бонус вы получаете скидку партнера на оборудование, которое приобретаете у нас. IP-телефония. Еще одно модное слово, но модное не только слово, но и само решение. Сейчас много организаций переходят на этот вид телефонии не только потому, что это удобно, но и потому, что это экономично. В чем заключается экономика? Да, приведу пример. Вам из Сыктывкара необходимо позвонить на абонента в городе Воркута, допустим. У вас есть АТС здесь, есть АТС в Воркуте, в любом из ваших филиалов.
Так вот, звонок между филиалами, он для вас будет бесплатен. И, соответственно, звонок внутри города Воркуты будет тарифицироваться как внутригородской звонок. То есть вот эта вот оплата за межгород, она просто убирается. В этом заключается огромная выгода. 10 лет назад мы перешли... Секунду, перешел вперед. 10 лет назад мы перешли на IP-телефонию и теперь рекомендуем и внедряем телефонию нашим клиентам. Кратко о возможностях. Возможности IP-телефонии, они безграничны. Дайте нам доступ на запуск ракет с открытым кодом, и мы настроим запуск этих ракет по звонку. В Сыктывкаре найдется с десяток АТС, которые говорят голосом содействия. То есть мы не просто придем и оставим у вас оборудование, мы настроим все под ключ, вплоть до записи голосовых сообщений. Ну и немного о реализованных функциях. Да? Самое важное и самое часто используемое — это запись телефонных переговоров с удобным интерфейсом, с возможностью поиска по дате, по номеру телефона, как внешнему, так и внутреннему, и даже по части номера, то есть когда вы знаете только, условно, 3 последние цифры номера, с которого вам звонили, уже можно запись телефонного переговора найти. Получение факса в виде PDF-файла на почту. Очень удобная функция, учитывая, что сами аппараты потихоньку уходят, но зачастую факсы все-таки еще отправляются. Системы безопасности. Системам безопасности в образовательных учреждениях сегодня уделяется очень большое внимание. Безопасность детей превыше всего. Сюда входят и системы видеонаблюдения, и охрана пожарной сигнализации, система оповещения о пожарах, о террористических актах, контроль управления доступом. Системами безопасности мы занимаемся порядка 15 лет. Как это выглядело лет 15 назад? Знакомая картинка? Это вам и контроль доступа, и наблюдение, и распознавание лиц, и контроль, учет рабочего времени, контроль посещаемости, записи в журналах, ну и дополнительные функции в виде сбора сплетен. Такая система безопасности использовалась раньше и отлично работала, только сейчас масштабы школы изменились. И такой вариант уже недостаточен и ненадежен. Контроль доступа сегодня — это технологические решения. Каковы же преимущества автоматизированного контроля доступа? Это оптимизация процесса с возможностью предварительной и самостоятельной регистрации, дополнительная защита за счет проверки списков уголовных и сексуальных преступлений, повышение безопасности благодаря возможности быстрого и точного получения сведений о находящихся в здании людях, особенно в экстренных ситуациях. На этом пункте остановлюсь чуть поподробнее. В случае возникновения пожара вам необходимо в кратчайшее время предоставить данные в службу МЧС о количестве находящихся в здании человека. В случае автоматизированного учета это можно сделать в 2-3 клика. Быстрая, удобная обработка данных посетителей, составление отчетов. Отчетов подобно посещению учениками мероприятий, учет рабочего времени сотрудниками. Возможность наблюдения за перемещением посетителей на интерактивной карте. Вы в режиме реального времени можете видеть, какое количество человек находится в той или иной зоне, или же найти конкретного человека, в какой зоне он сейчас находится. Контроль доступа — это не только турникет на входе. Это ограничение входа через пожарные выходы. Это ограничение доступа к химлаборатории, лаборатории физики. Это алкобарьеры, ну, это, видимо, вам еще рано. Я надеюсь, по крайней мере. Немного реализованных функций, реализованных проектов. Знакомый холл. Мы успешно реализовали вход через турникеты в Ухтинском государственном университете при помощи банковских карт и устройств, которые ни один студент никогда не забудет дома, мобильный телефон. В Сыктывкарском педагогическом колледже организована система безопасности
состоящая из шлагбаума, контроля доступа, турникетов, системы видеонаблюдения, реализована нашей компанией. Сейчас огромный проект в городе Воркута, 29 объектов системы образования, это школы и сады, оснащаются системой оповещения от террористических угроз. Ну и системы видеонаблюдения. Каковы же выгоды применения системы видеонаблюдения на объектах образования? Это мониторинг и фиксация всех событий, происходящих в основных и вспомогательных зданиях школы. Это охрана территории внешнего периметра школы, защита от вторжения злоумышленников и посторонних лиц, информирование службы безопасности о тревожных событиях, учет инцидентов с дальнейшим расследованием, подсчет людей и ведение журнала посещаемости, фото и видео отчета о событиях. Ну и еще раз. Зовут меня Кузьмин Василий. Мои контакты указаны на слайде. Запишите мой номер телефона сотовый. Всегда можно звонить на него 8 904 108 80 38. Контакты мои и моих коллег находятся на нашем сайте soderk.ru в разделе отдела проектов. Спасибо. Спасибо за внимание. Вопросы, коллеги, будут? Спасибо большое. Всех работников дошкольного образования с прошедшим праздником и всех учителей с наступающим. Так, Александр Макарухин, робототехника и квадрокоптер. С чего начать? Добрый день. Меня зовут Александр Макарухин. Я являюсь сотрудником замечательной сыктывкарской компании «Содействие», а также региональным судьей соревновательного направления «Аэронет». В «Содействии» мне посчастливилось заниматься такими направлениями, как робототехника и квадрокоптеры. И сегодня мы хотели бы представить вам несколько базовых наборов оборудования, с которых можно начинать обучение детей по этим направлениям. Все мы более-менее привыкли к робототехнике, и наша компания, конечно же, поставляет оборудование для этого направления. Примерами могут служить наборы электронных конструкторов от компании Амперка, а также роботы все от той же Амперки или от компании MakeBlock. Эти наборы охватывают широкий диапазон возрастов и способны познакомить учащихся не только с робототехникой, но и с такими технологиями, как малая автоматизация, умный дом или интернет вещей. Все эти наборы снабжаются подробными инструкциями, чтобы с ними мог справиться даже ребенок, а в случае Амперки это еще и красочные буклеты, описывающие десятки различных экспериментов и создание самых разнообразных устройств. Но подробнее мне бы сегодня хотелось остановиться все-таки на квадрокоптерах. Сегодня часто говорят о том, что есть профессии, которые исчезают, и профессии, которые появляются. Профессии, связанные с квадрокоптерами, сейчас относительно недавно появляются, но получают достаточно широкое распространение. И об актуальности не имеет смысла особо говорить, поскольку летательные аппараты беспилотные используются как МЧС. Они используются в промышленности. Недавно в новостях из Севастополя рассказывали о том, что с помощью квадрокоптеров создают 3D-модели недавно обнаруженных или каких-то еще крепостей, которые там находятся и могут быть со временем просто-напросто разрушиться. А в Воронежской военно-воздушной академии есть специальные курсы подготовки специалистов с самых разных направлений, от разработки беспилотников до их эксплуатации. И наша с вами задача сегодня – это подготовить детей и студентов, чтобы они были востребованы на рынке труда и могли заниматься интересным и любимым делом, имея за плечами определенную базовую подготовку. Ко всему прочему, многие темы, которые изучаются в рамках таких дисциплин, перекликаются также и, допустим, со школьной программой и способствуют закреплению этих теоретических знаний на практике. В частности, учебно-методические комплекты серии «Жужа» квадрокоптеры
которые имеются в нашем ассортименте, представляют собой линейку аппаратно-программных комплексов для всех возрастов учащихся, от младшего школьного практически до студентов вуза. В частности, одна из новинок – это набор «Небо в кармане». Это базовый набор, рассчитанный на учеников, вот, как я и говорил, младшего школьного возраста, от 7 до 11 лет. С него удобно начинать занятия в кружках, поскольку с программой преподавания с этим набором может справиться практически любой учитель без прохождения какой-то специфичной подготовки. Лишь бы у него было желание, а со всем остальным, все остальное он сможет освоить. Основой этого набора является миниатюрный квадрокоптер Жужа. Он просто в эксплуатации и сборке, собрать его сможет и ребенок, и позволяет получить самые базовые навыки управления квадрокоптерами. Другими важными элементами являются модели комнатных планеров. Парочка. Они уже позволяют учащимся познакомиться с таким занятием, как моделирование, и знакомят их с основами аэродинамики. Тем самым позволяют понять принципы, на которых работает большинство летательных аппаратов современных. А дополнительные аксессуары позволяют разнообразить учебный процесс и сделать его более интересным для учащихся. Также хочу обратить внимание, что все наборы снабжаются учебной программой, которая составляет от 16 до 36 часов. Она содержит подробный учебно-тематический план и развернутое изложение тем. Учебное пособие позволяет эффективно спланировать занятия и добиться эффективного обучения учеников. Кроме того, немаловажным является вопрос затрат на такое обучение. У нас есть простой расчет, показывающий, что для учебного заведения такое предложение может оказаться выгодным. Комплекс не просто сам себя окупает, он также может служить источником внебюджетных денег. После «Неба в кармане» продолжением обучения может стать, к примеру, комплект Жужа Мини. Он сложнее в сборке и ориентирован на более старшую категорию учащихся. В отличие от Жужи Нано, из набора «Небо в кармане», полетный контроллер этой Жужи Мини в сочетании с более мощными моторами позволяет освоить более тонкую настройку устройств для выполнения самых различных задач. Но сборка этого квадрокоптера производится с применением пайки и позволяет познакомиться с основными принципами работы электронных схем. При этом на плату нанесены все необходимые метки, поэтому со сборкой этого аппарата может справиться даже новичок. Кроме того, в комплект также входят защита винтов и посадочные шасси, обеспечивающие безопасность полетов. Но 3D-модели и чертежи этих компонентов также доступны, что позволяет познакомить учащихся с такими вещами, как 3D-моделирование, и при наличии 3D-принтера они могут самостоятельно изготавливать, модифицировать имеющиеся компоненты для того, чтобы настроить свой квадрокоптер для конкретных задач или, соответственно, своему видению того, как он должен выглядеть. Альтернативой Жужи Мини может стать Жужа 2.0. Она также подходит для новичков, но обладает гораздо более широким функционалом и ориентирована не только на обучение, но и на участие в различных соревнованиях. Поскольку для ее сборки не требуются пайки, перейти от теории к практике полетов можно достаточно быстро. А комплектация различными модулями, например, это модули GPS или модуль для полетов от первого лица, позволяют разнообразить обучение. Особо здесь следует отметить модуль, оснащенный платой Arduino. Многие ее знают, поскольку она широко используется для обучения детей программированию и созданию различных электронных устройств. С ней аппарат сможет, допустим, измерять текущую высоту, анализировать содержание различных паров или газов в воздухе. Все это используется в том числе и на различных соревнованиях.
Естественно, поскольку Arduino очень гибкая платформа, ученики могут даже сами создавать какие-то дополнительные модули, чтобы расширять и дальше функционал этого квадрокоптера. Как видите, учебно-методические комплекты серии Жужа охватывают широкий диапазон возрастов учащихся и позволяют им освоить множество полезных навыков, а прилагаемые учебные пособия помогают построить эффективный учебный процесс. Поддержка производителя, и наша, конечно, позволяет справиться со всеми возникающими трудностями. Мы оказываем поддержку на всех этапах, от составления учебно-методической программы до технического обслуживания квадрокоптеров. Финалом обучения может стать участие в различных соревнованиях. Такие модели, как Жужа 2.0 из последних, а также похожие на нее визуально, но отличающиеся по комплектации Жужа Визио для изучения технологий компьютерного зрения, соответствуют требованиям, предъявляемым к аппаратам на таких мероприятиях, как RoboFest, Олимпиада НТИ, Junior Skills и множестве других. Если же вы еще сомневаетесь, получится ли открыть подобный кружок у вас в заведении, вы можете просто оглянуться вокруг. Кружки робототехники сейчас растут практически как грибы. Регулярно в новостях проскакивают новости о том, что там открыли, здесь дети начинают заниматься. Детям это действительно очень нравится, они получают огромное удовольствие. Мы при этом сможем помочь консультациями и подобрать для вас самый подходящий вариант. Если у вас возникли вопросы, вы можете их задать нам, пока мы здесь, или обратиться по нашим контактам, представленным вот здесь. Спасибо. Спасибо. Так, следующее выступление у нас Гаврилова Юлия Борисовна, Академия цифровых технологий. Интерактивные электронные продукты издательства Академии цифровых технологий для современного образования. Да. Просто люди торопятся еще на другие площадки. Поэтому... Я очень коротко, правда. Я буду... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я поздравляю вас с завтрашним или сегодняшним праздником, с Днем Учителя. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Желаю вам, чтобы он у вас был хорошим, счастливым, благополучным, успешным. Чтобы вы были здоровы и чтобы все было хорошо у вас в ваших учебных организациях. У меня был открыт браузер, был открыт в браузере. Я на самом деле вам привезла каталоги, они лежат там на лавочке на выходе, вы их, пожалуйста, разберите. Издательство Академия цифровых технологий, у нас новое название, мы раньше назывались просто Академия, а сейчас называемся Академия цифровых технологий. Мы традиционно производим учебную литературу в полиграфическом и теперь уже в электронном виде, то есть это уже даже не литература, а электронные технические решения для среднего профессионального образования. Но в этом году мы встроились в министерский проект по ЦОП, по Центрам опережающей профессиональной подготовки. И мы сейчас запускаем два уже ЦОПа, которые будут действовать. Один ЦОП на базе Московской области в колледже «Энергия» и один ЦОП в Новгородской области, то есть это будет первый ЦОП у нас на северо-западе. Что мы предлагаем вам для ЦОП, какие решения? У нас для ЦОП есть цифровая платформа. Это ее такой рабочий, простенький интерфейс. На самом деле все наши цифровые продукты и цифровые информационно-технологические решения очень простые в использовании, имеют интуитивный, простой, легкий и очень гуманный интерфейс. Они работают во всех средах, они просто платформенные. И самое главное, это то, что все наши технические решения, то есть платформы, именно программные продукты, содержат уже готовый, встроенный туда обучающий контент.
Ну, вы прекрасно знаете, что раньше была такая штука, как федеральный, перечень ФЕРО. Сейчас перечня ФЕРО нет. Ну вот раньше в перечне ФЕРО были все издания издательства Академии, а электронные продукты в 4 разделе перечня ФЕРО были только наши, только издательства Академия. Сейчас перечня ФЕРО нет, и этим как бы не получится как-то вот так козырять. Но, тем не менее, значит, мы встраиваем, то есть мы не продаем пустые оболочки, ничем не наполненные. Мы продаем оболочки, готовые для запуска и для работы прямо сейчас. Значит, что представляет из себя наша цифровая образовательная платформа для ЦОП? Собственно говоря, если ее немного переработать в смысле и контента, наполнения контента, и архитектуры программной, то ее можно использовать и для электронного колледжа, ее можно использовать и для формирования цифровой образовательной среды региона. Ну, вот как раз то, что мы сейчас делаем в Новгородской области. То есть мы там одновременно строим и ЦОП, и ЦОС, то есть цифровую образовательную среду Новгородской области. Значит, функциональные возможности нашей платформы таковы. Мы подключаем к ней образовательные организации со всеми уровнями пользователей. То есть доступ к возможностям платформы и к обучающему контенту будет у всех участников образовательного процесса. Это ученики или студенты, если речь идет о колледже, это преподаватели, это администрация колледжа, это администрация, значит, комитет по образованию или Министерство образования, в зависимости от того, что есть в регионе, вот, и другие контролирующие организации. Помимо этого, доступ к платформе, ну, естественно, уже с другими возможностями у нас сразу же дается работодателям. То есть мы, собственно говоря, и банк работодателей региона подключаем к этой платформе автоматически, и вам ее ставим уже готовую именно с банком работодателей. Мы берем эту работу на себя. Поэтому те задачи, которые стоят перед ЦОПом по сбору потребностей, по анализу рынка труда в регионе, мы берем на себя. Значит, есть доступ для родителей, потому что эта тема на самом деле очень важна. Это касается и школы, это касается на самом деле и среднего профессионального образования. То есть и родители, и работодатели видят весь образовательный процесс, для них совершенно открыты все образовательные программы, по которым ведется работа в образовательной организации, и по которым учатся их дети и студенты. Есть такая проблема, например, в Санкт-Петербурге у нас есть, может быть, она есть у вас тоже, это такая платформа образовательная Учи.ру. Не знаю, как сталкивались когда-нибудь с ней, с Учи.ру, да? Значит, на самом деле, это очень хорошая вещь, да, это прекрасная штука. У меня в ней внук работает, я прошу прощения, во 2 классе. Вот, значит, но дело в том, что она действительно, на самом деле, очень хорошая платформа, и в ней очень интересный контент, и он очень живой, она очень легкая. Вот во 2 классе мы стали с ней впервые работать, и с ней очень легко. Это на самом деле золотая штука. Вот. Но если бы, скажем, администрация школы, в которой я учусь в Пушкинском районе, включила бы платформу эту в свою программу образовательную, если бы они это как-то вот официально оформили сразу, многим родителям, я просто сужу, это такой личный маленький опыт, сужу по себе, было бы легче вообще понять, что это такое, зачем это нужно. То есть нужно все-таки, чтобы производитель платформ, вот вы обратите внимание на Санкт-Петербург, чтобы они как-то более плотно сотрудничали с администрациями образовательных организаций, чтобы все-таки это было официально, потому что это стоящие вещи, на них стоит работать. Вот, поэтому мы даем эти доступы, подключаем министерства и комитеты сразу, и родителей, и работодателей. И уже ни у кого из родителей не возникнет вопроса, как учится наш студент или как учится наш ребенок, по каким программам, почему он выполняет те или иные задания, потому что такие вопросы могут возникнуть. А зачем нас подключили к этой олимпиаде, а зачем нам дали такое задание, почему мы обязаны это выполнять? Такие вопросы возникают очень часто, вот у меня лично сейчас тоже. Значит, мы подключаем образовательные организации, органы управления, работодателей и родителей. Мы также подключаем к этой платформе население, но поскольку у ЦОП в зависимости от региона стоят разные задачи, кто-то в ЦОПах будет обучать только школьников первой профессии, кто-то будет заниматься только профориентацией, профориентационными пробами в школах, а кто-то будет заниматься обучением
взрослого населения. Вот, поэтому и доступ к взрослому населению через центры занятости к этой платформе у нас тоже есть. Значит, помимо каталога образовательных программ, помимо, значит, нашего готового контента, который включает в себя и полноценные учебно-методические комплексы для среднего профессионального образования, по которым будет вестись такое, знаете, рутинное обучение, да, ВОСовское обучение в колледжах. У нас встроен и другой контент именно для ЦОПа, потому что там и другая расчесовка, и другие конструкторы. Вот. Помимо этого у нас есть конструктор компетенций по программам, вот, и возможность разработки ваших цифровых учебных материалов. Но поскольку любой разработчик озабочен тем, чтобы его продукт был отрецензирован, да, мы к этим платформам подключаем уже имеющихся у нас в Московской области и сейчас вот в Новгородском ЦОПе имеющихся экспертов. Это касается и экспертов WorldSkills, это касается всех продуктов, которые связаны с демонстрационным экзаменом, и это касается всех материалов, которые будут размещаться в платформе ЦОП для специфических ЦОПовских решений проблем, да, то есть для взрослого населения, для обучения и для подготовки студентов к первой профессии. Значит, в образовательный процесс ЦОП у нас входит электронное обучение, профессиональная ориентация и формирование цифрового портфолио на любом уровне. То есть какое бы портфолио ни было нужно, какого портфолио ни была потребность у образовательной организации или у ЦОП, такое портфолио и формироваться будет. То есть как бы преимущество нашей платформы в том, что у нас все автоматизировано, да, весь процесс абсолютно автоматизирован, и портфолио формируется автоматически. Тем не менее, во всем, что формируется автоматически, да, любые отчеты и так далее, мониторинги, портфолио, есть возможность дать ручные настройки, дать ручной доступ, да, тем, кому это необходимо. Но, тем не менее, ручные настройки и ручной доступ, например, к мониторингу и к отчетам, он в основном закрыт и открывается по специальному требованию, потому что, в общем-то, это дело, связанное с отчетами, оно такое всегда достаточно сложное. Значит, есть специальные подразделы для опросов работодателей и населения, есть базы данных, то есть образовательные программы, образовательные ресурсы региона, цифровые учебные материалы региона. В нашу платформу встраиваются любые электронные продукты, какие бы они у вас ни были. Это касается и интерактивных, и неинтерактивных, это касается электронных библиотек, которые есть уже в регионе сейчас. То есть никаких конфликтов, таких резус-конфликтов с другими образовательными платформами или библиотеками в нашей платформе нет. То есть вы совершенно не обязаны в вашем учебном заведении, в колледже, или, скажем, если это будет организация на базе какого-то колледжа, работающая как ЦОП, вы не обязаны пользоваться разными платформами совершенно, потому что это утяжеляет процесс и так далее. Вы можете все аккумулировать в одно. Наша платформа аккумулируется с 1С, если это необходимо, с 1С колледж, если у вас стоит. Если у вас есть Moodle, мы можем подгрузить вам туда ваши материалы из Moodle. То есть программные возможности у нашей платформы здесь очень большие. Значит, самое главное, что она дает для региона, это полное управление ресурсами среднего профессионального образования и работы ЦОП данного конкретного региона. Организация обучения, мониторинг и контроль. Вот. И, в принципе, мы думаем, что постепенно, когда ЦОПы заработают, платформа будет аккумулирована в такой более-менее федеральный уровень, хотя до этого достаточно еще долго. Значит, что касается нашего образовательного контента и вообще платформы как таковой, вы можете забыть все, что я вам говорю, вы можете попросить у нас, вот это такой простенький рабочий вид для студента, да, я вам открыла именно студенческую страницу. Вот, значит, вы можете попросить у нас тестовый доступ. Тестовый доступ у нас дается на неограниченное время. Вот, прошу прощения, оно уже вышло, пока я ждала. Вот, на неограниченное время, и в тестовом доступе вы можете получить значит, любые наши материалы, которые у нас сейчас есть в электронном виде. То есть вы можете попробовать поработать со всем электронным образовательным контентом и со всеми электронными возможностями, которые сейчас в издательстве Академия есть. Вы можете попросить себе, значит, код доступа как студенту,
чтобы попробовать, как это выглядит с точки зрения студента, открывать, грузится, да, можете попросить код доступа как значит, администратору или разработчику, попробовать разрабатывать или управлять платформой и так далее. То есть все это можно пробовать, и на самом деле пробовать нужно. Грузится. Значит, что касается электронного контента, ну пока грузится, я думаю, я уже буду вынуждена заканчивать, потому что я обещала уступить место. Значит, что касается электронного контента, у нас и для профессиональных проф, и для профориентации школьников, и, естественно, для ГОСовского формального обучения в СПО есть целые УМК, есть программно-учебные комплексы, направленные специально на отработку персональных навыков для выполнения демонстрационного экзамена, для подготовки к любым этапам, в том числе международным конкурсов WorldSkills. У нас в этой платформе есть специальные расширяющиеся возможности, расширенные возможности для инклюзии любых нозологий. Это касается слуха и зрения. Ну и, естественно, все другие технические решения, такие как там головная мышь, ножная мышь, это проблема железа, а не проблема программная. Вот, значит, вот у нас, вы можете посмотреть, здесь есть на английском языке, значит, курсы для международного этапа WorldSkills. Вот. Все, что есть на английском языке, имеет перевод на русский язык, то есть вы выбираете только тот контент, который вам нужен, русский или английский. Ну вот таким вот образом, просто я сейчас очень быстро покажу, есть аудиосопровождение. Вот. Пардон. Значит, это очень такие простенькие, но на самом деле очень нужные тренажеры, в данном случае это сухое строительство у нас, вот класса кирпича, то есть вы листаете, плохо видно на самом деле, листаете, выбираете необходимые вам инструменты. Когда вы какие-то инструменты, скажем, или материал отрабатываете, ведь, собственно говоря, в мастерской или там на стройке и так далее, мастер или обучающийся не может поработать мастерком и бросить его куда-то. Да, вот для того, чтобы каждый шаг, каждое движение, это касается и сухого строительства, и других наших тренажеров, которые у нас есть, и парикмахерского искусства, и поварского, вот он же не может просто бросить, да, все продумано, вот он отработал, потом вот сюда сложил, то есть там подсказки у него будут, ну, на английском или на русском языке, вот, отработал, сложил. Есть тренажеры, в которых предлагают значит, студентам, просто этого очень много, нужно искать, у меня презентацию почему-то ваш компьютер не видит. Вот. Есть, значит, в тренажерах обязательно обсуждаются проблемы техники безопасности работы в этих как бы, вот, виртуальных даже мастерских, то есть нужно одеться, нужно подготовить рабочее место. То есть во всех наших тренажерах, которые можно использовать и для СПО, и для профессиональных проф, и для обучения первой профессии школьников, значит, полный цикл, начиная от техники безопасности, организации рабочего места, организации времени рабочего места, до уже самого производственного процесса. Поэтому, пожалуйста, разберите каталоги, просите тестовый доступ, и наша платформа, по сути дела, это именно решение, технологическое решение всех ваших проблем, связанных и с управлением, и с формированием образовательной среды, и с контентом. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, коллеги? Так, следующее выступление Нина Станиславовна Гутоева. Сетевая форма организации методической работы в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Усть-Куломском районе. Надо на свою найти презентацию. Сетевой формы должен называться. Так, мне кажется, всегда складывали. Видно? Давайте снова скинем. Это следующее будет посмотрение. Вот еще какая светлая. Да. Все. Паша. Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю собой управление образования Усть-Куломский. Являюсь методистом учителей физики, математики, информатики, еще технологии.
И вот мы в Усть-Коломском районе уже давно, уже очень давно, как бы работаем с педагогами и детьми дистанционно. А с 2015 года, вот в самом низу, если мы посмотрим, мы проводим централизованное онлайн-тестирование каждому выпускнику, каждый месяц. То есть на сайтах СДАМ-ГИА, УСТест по математике, то, что учитель обычно заходит и работает со своим классом, да, мы работаем со своим районом. Мы каждому выпускнику даем задание каждый месяц. Ну, естественно, система сама все вычисляет, сама все оценивает, и мы потом эти оценки отправляем по школам. Но зато мы видим, в принципе, какую-то единую картину в школе. Меняем вот эти в этом году СДАМ-ГИА, в следующем УСТест, для того, чтобы учителя у нас тоже обучались. Каждый проект у нас обучающего характера. Как сегодня говорили, цифровая образовательная среда у нас уже почти в каждой школе. А в этой цифровой образовательной среде педагоги должны уметь работать. И поэтому любой конкурс – конкурс обучающего характера. Ну и ко дню информатики 4 декабря мы ежегодно тоже проводим конкурсы. И для детей, и для взрослых. Уже второй год мы проводим единый проект, называется «Республика Коми-Хронос». Ну, меняем только форму. В прошлом году Республика Коми-Хронос у нас была в формате инфографики. Показываю так обзор, то, что у нас есть. Мы постоянно потом эти новости выкладываем. У нас есть специальные сайты для новостные, есть официальный сайт управления образованием. А вот этот вот сайт у нас дистанционный, РУ-центр будущему. Он бесплатный, дает РУ-центр образовательным организациям. Если ведете в интернет РУ-центр будущему, то вы можете составить договор потом с ними, и вам бесплатно дадут хостинг, и гораздо удобнее, чем бесплатные сайты. Google или там еще какие-то, потому что там дается электронная почта, можно свою платформу там загрузить, да, для сайта, и много-много разных возможностей. Вот у нас тут инфографика, мы здесь работу победителя просто быстро покажу. Так, ну, инфографика, что тут было у нас трудного? Трудно было то, что педагоги вместо инфографики нам предоставляли презентацию, все что угодно. И трудность еще в том, что мы должны обеспечивать методическое сопровождение, то есть мы должны в этих сайтах сами уметь работать, на этих сервисах, в которых они создают инфографику. Ментальные карты. Следующий был у нас конкурс. Вот. Здесь было немного побольше народу. Пошло, да? Вот это вот сопровождение ВКонтакте мы постоянно выкладываем. Я именно вам ВКонтакте представляю, потому что на официальном сайте более официально. А здесь как-то у нас красиво все, цветочками. Вот. И здесь работы победителя. Просто давайте у ребенка посмотрим, например, ментальную карту. Здесь ментальные карты предоставляли разного. Вообще учителя, они связывали со своим предметом, с геометрией. Дети ментальные карты не только в интернет, то есть с интернет-ресурсов, они с программ, которые со своих смартфонов делали. В общем, было очень много всего разного. Интересно. Далее у нас реализовался муниципальный проект «Организация дистанционного обучения в среде Moodle». 2 года это было. Первый год мы сначала обучали учителей, сначала всех вызвали, потом они все внутри своих школ пробовали пробные курсы создать. Вот этот вот сам Moodle мы установили вот на этот дистанционный сайт. И что получилось в конце концов? Конкурс прошел, но учителей это все, мне кажется, не заинтересовало. Ну, мы посмотрим. Пока учителя не готовы к этому, мне кажется. Им еще это не интересно, вот эти дистанционные курсы, о том, как с ними работать, непонятно. Это просто скриншоты у учителей, которые создавали эти дистанционные курсы. Ну, здесь тоже есть, конечно, гиперссылка. Ну,
Здесь мы тоже привлекали консультантов, которые установили нам этот модуль и потом, естественно, сопровождали постоянно их работу. Это здесь тоже у нас. Если Вот, есть да. что-то толковое, давайте перенесем на республиканский сайт дистанционного обучения. Я бы не сказала, там пока у них элементарно. Ясно. Дальше. Мы проводили с детьми командные турниры по физике. То есть командами не собирались, по скайпу между собой общались, задавали друг другу вопросы и так далее по физике. Блок турнира есть. Это нам тоже не понравилось, потому что группами через скайп работать очень неудобно. Но поэтому мы его не продолжили. Но это было. Пробовали. Дальше. Вот, например, по информатике. Потом мы сделали с детьми. Здесь уже на по платформе Moodle у конкретно определенной школы, у другой школы. Этот учитель нам сделал викторину. Здесь было очень хорошо все. Далее, в прошлом году мы сделали среди информатиков, провели сетевой конкурс. Они работали на платформе, которая задействована для олимпиады школьников. Часто получается, что ребенок участвовал, вроде умный, а ни одного балла по информатике не занял. А оказывается, на этой платформе просто-напросто где-то запятые не надо ставить в программах. Учителя об этом не знают. Поэтому мы провели с ними конкурс. Вот здесь мы задействовали Конова Андрея Борисовича. Вот, для того, чтобы задачу он как-то определил 2 тура. Первый тур все учителя информатики должны были пройти. Для того, чтобы самим научиться на этом сайте. Они все прошли, рейтинги у них прошли. Конечно, мы всех награждаем обязательно в электронном виде, электронными благодарностями. Сетевой интернет-форум мы проводим. Это опять же, они просто-напросто, учителя заходят в интернет и о чем-то пишут, с чем могут поделиться со своими товарищами. Ну, на простых таких тоже интернет-ресурсах это очень легко и очень быстро. Они заходят, пишут, а потом жюри все это рассматривает, смотрит, у кого что и насколько это все серьезно. На районных семинарах мы подключаемся онлайн. Всех учителей, когда мы приглашаем в район, то прямо на семинаре со всеми вместе смотрим кого-то. Или из России, или из республики. Людей, выступающих, мы находим вот на этих вот форумах. Когда я, например, вижу, что что-то интересное, мы его приглашаем, никто не отказывается. Вы, наверное, знаете, сейчас просто эти фамилии быстро назову. Ухтинский технический лицей Торопова Светлана Павловна у нас выступала. Горчакова Марина Петровна Жешер, Мельникова Галина Борисовна, Троицко-Печорск, Батманова Татьяна, Сыктывкар 36. И кроме Шарина Людмила, это Подъезд. И кроме этого, когда мы смотрим на разного рода вебинары, видим, что что-то интересно, значит, мы этого человека приглашаем, и они у нас выступают. Например, Грицкая Юлия Борисовна, Санкт-Петербург, Горькова Галина Владимировна, Крученкова Светлана Владиславовна. Эти фамилии, наверное, многим из вас известны. Вот, апробацию проектов проводим. Отдельно конкретно проводим семинары в виде видеоконференции. И самый интересный у нас проект, это у нас проект, сетевой проект «Оглядываясь в прошлое к будущему», ежегодно. Здесь на Google сайт, мы проводим для всех районов. На Google сайте зарегистрированный участник оформляет одну единственную свою страницу. То есть свой проект оформляет в виде страницы, а потом появляется единый журнал. Вот это первый, самый первый на старом, как бы традиционном Google сайте. Но видите уже, сколько здесь работ. Все еще такие не очень, они сумели правильно здесь все красиво оформить. Ну, просто там откроем. Вот, например, вот это кто-то один оформил. Видите, вот сюда вот он выложил свои какие-то презентации, еще какие-то документы. Кто-то конкретно презентации сюда выкладывал. Вот это такого рода самый первый у нас еще опыт. Дальше следующий мы уже сделали в новых форматах Google сайтов. 2018 год. Это уже, конечно, красиво. Но здесь тоже у нас были проблемы в том, что мы дали доступ всем. И дали им просто адрес страницы, они оформляли везде и всюду. То есть кто-то уже оформил, а на них потом приходилось еще сверху потом поправлять.
Здесь красиво. И 19-й год уже, как им мы дали? Мы уже им не дали полный доступ, а дали им каждому свой сайтик. Они сделали одну страницу, а потом мы объединили в единый сайт. Это уже было в 19 году. 19 год. Продолжается. В 20-м тоже у нас все будет, так что участвуйте. Ну, любое показываю вам. Может сделать уже это республиканский конкурс. Республиканский дело то, что очень тяжело это все потом. Ну, жюри, конечно, у нас масштаб такой российский, жюри потом проверяет, но нам потом надо готовить сертификаты, очень много всего, не знаю, мы сможем нет на республику работать, но на район, мы на все районы работаем, на сельские. Вот 7 районов у нас точно участвуют уже каждый год. Поэтому не знаю, мы будем на город сейчас работать или нет. Вот у нас сейчас идет фестиваль информационных технологий, мы проводим его совместно с гимназией, с лицеем города Инты. Ну, они основную работу делают, а так можно было бы... Можно попробовать. По идее это интересно, очень интересно, потому что проект ребенка, он виден всем, и видите, остается в архиве, и все могут посмотреть. Ну и потом, что же мы делаем? Создаем сопровождающие группы, мероприятия, видео. У нас жюри российского масштаба. Мы морально-материально поощряем, то есть даем благодарности, иногда даем деньги. И иногда бывает такое, что если дети у нас выиграли вот в этом сетевом журнале, потом они участвуют точно. Вот в прошлом году они выиграли, в этом году они потом... А очно куда? В Искулом приедут? Нет. В прошлом году они приезжали в Искулом, некоторые не смогли, поэтому они прислали видео. И мы видео посмотрели. Ну, так же, как сегодня посмотрели. А вот в этом году мы хотим очно, им нужно уметь выступить детям. Поэтому мы делаем видеоконференцию, и дети выступят друг перед другом в чате. Это победители, призеры вот этого журнала. Спасибо большое, извините, я очень, наверное, долго говорила. Спасибо большое. Вопросы, коллеги? Так, переходим к следующему вопросу. Светлана Ли. Презентация использования Microsoft Teams в образовательном процессе. Это у нас региональный представитель компании Гендер. И я думаю, она напомнит в конце своего выступления о том, что в образовательных организациях заканчивается срок лицензии 31 декабря, и надо думать о лицензировании продуктов Microsoft на следующий учебный год. Давайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, сотрудники образовательных учреждений. Пользуясь случаем, хочу вас поздравить с наступающим праздником и сказать спасибо за то, что делаете этот мир лучше, за вашу деятельность. Меня зовут Лин Светлана, я региональный представитель компании Гендер в Республике Коми. Наша компания на рынке IT-услуг уже более 25 лет. Сотрудничает с нами более 8 тысяч образовательных учреждений. И мы являемся представителями таких компаний, как корпорация Microsoft, лаборатория Касперского, DNS, Dr. Web, и также являемся разработчиками собственных программ для образовательных учреждений. Сегодня я расскажу вам про удобный сервис командной работы Microsoft Teams, который является бесплатным абсолютно для всех образовательных учреждений. Сегодня я расскажу более на теории в рамках презентации, а завтра там есть программа, висит на выходе, и завтра будет тренинг по офису Microsoft. Приезжает сертифицированный бизнес-тренер корпорации Microsoft Надежда Алтынова. Не знаю, Вячеслав Алексеевич ушел, у него идет активная запись на этот тренинг. Она уже приезжала в мае, будет вот завтра дублировать свой приезд. Очень интересно для использования всех сервисов Microsoft в учебном процессе. Там будет затронут Office 365 и давно всем известные офисные приложения, такие как Word, Excel, PowerPoint.
Используем мы их в основном на 30%, а она расскажет, как их использовать по максимуму. То есть все те фишки, которые мы даже как бы не знали. Очень интересно. Ну, пожалуй, наверное, начнем. Сильно вас задерживать не буду. Microsoft Teams. Teams в переводе с английского это команда. Да, это сервис для работы в команде. Мы начнем, что вход в Teams осуществляется через портал. То есть не нужна обязательно там программа, да, если вы находитесь в любой точке там, мира, например, там, уехали куда-то в командировку, вы также через портал Office.com можете зайти под своей учетной записью и использовать этот сервис. Далее мы переходим. Здесь мы видим основное меню, действие, чат, и нам предлагают создать команду, ну, в смысле, как группу. После того, как мы нажимаем вот эти огромные 3 точки, мы переходим дальше на такой тип команд. Для нас идет выбор создания класса. Да, это преподаватели являются владельцами команд классов, а учащиеся входят в них в качестве участников. Каждая команда класса позволяет создать задания и тесты, записывать отзывы учащихся и предоставлять учащимся личное пространство для заметок в записной книжке, для занятий. Ну, далее я там расскажу, что еще туда входит более подробно. А далее нам предлагают профессионально-педагогическое сообщество, где преподаватели совместно работают над общими целями или профессиональным ростом. Каждая команда профессионального педагогического сообщества позволяет упорядочивать материалы и вести совместную работу. И нам предлагают выбрать тип команды персонала. Руководители являются владельцами, то есть это уже более масштабно на образовательном учреждении. Руководители являются владельцами команд сотрудников и могут добавлять других пользователей в качестве участников. Каждая команда сотрудников позволяет общаться, обмениваться важными документами и настраивать свою служебную записную книжку. Ну и другое, тут уже понятно, клубы, учебные группы, внеклассные мероприятия, это для более такого процесса внеурочного. Стандартные элементы команды. Вот здесь мы видим выше вот беседы, посередине почти, да, вверху команды. Беседы, файлы, записная книжка класса нам предлагают. Мы вот создали класс 11 класс, например, там 11В, да, и вот это идет наша команда, наш класс, наши переписи, обмены документами. Вот, беседы, файлы, записная книжка, задания, далее там плюсик, можно еще выбирать сайты, добавлять для просмотра. И поговорим вот о работе с файлами в канале. Для того, чтобы нам создать файлы, мы нажимаем вот команду файлы, далее папку создаем, называем папку и создаем документ Word. Вот, значит, помещаем туда Word и создаем либо с компьютера перенаправляем, либо же создаем уже непосредственно прямо в Microsoft Teams. Совместное редактирование документов в Teams. То есть учитель добавляет в нашу группу какой-то документ, где все вместе, ученики, учитель, родители, могут редактировать совместно один документ. Ну, это также можно использовать, например, для какого-то опроса. То есть, например, добавлен документ, и каждый по своей фамилии там поставил какую-то отметку, что-то там согласен, нет, или какие-то данные ставил. То есть это все хранится в одной папке, и каждый редактирует. И онлайн это видно, то есть как редактировал там Иван Попов, там, например, там, еще кто-то, да, и видно, что учитель это редактировал. Вот, тут внизу есть Юрий Титов. Вот. То есть, когда там редактируют, то вот появляются вот такие вот оповещения такого желто-оранжевого цвета, кто последний редактировал, или же это онлайн, прям когда сидишь, прям видно, что редактировано тем-то, тем-то. Далее создание опроса. Прямо у нас в Microsoft Teams, в нашем созданном нашей команде, да, можно создавать опросы учителям.
То есть для того, чтобы создать опрос в рамках офиса 365, мы заходим в Forms, вот зелененькая такая кнопочка. То есть это прям все на портале находится. То есть не нужно переходить там в рабочее там, окно, на рабочий стол. То есть это все происходит в офисе портала. Нажимаем Forms и создаем форму. Кликаем такую кнопочку. Далее нам предлагают сделать название и добавить вопрос. Добавляем вопрос и нам предлагают выбор. То есть предлагают либо выбор нескольких вариантов, которые делает учитель, либо нам предлагают сделать текст, то есть какой-то свободный, да, может ученик написать, например, свой вариант ответа, далее оценку, ну там согласен, нет, там, да, нет, ну и там далее тоже еще варианты есть. После публикации результатов опроса приходит учителю, автоматически публикуется на чат-каналах, учитель, в общем, видит все оповещение. Оповещение происходит и в рамках рабочего стола, то есть, да, когда там открываются вот эти вот все всплывающие, там, что пришли какие-то заметки, то есть можно открыть, посмотреть, кто писал и что там оставлено. То есть учитель все видит, там от каждого ученика приходит, значит, ответ по опросу, то есть очень удобно в образовательном процессе проводить опросы там, по какой-нибудь либо дисциплине. Так, проведение опроса, далее планирование родительского собрания. То есть в рамках офиса 365 это как Skype для бизнеса, да, уже от него Microsoft старается уже уходить, и они внедряют это все в Teams. Планирование родительского собрания. В наш век информатизации, то есть многие не могут присутствовать и уже используют онлайн-собрания. Здесь их можно проводить, то есть также мы выбираем там, начать собрание, либо запланировать собрание, там дальше будет на слайде видно, это будет в календаре отражаться, то есть родители, учителя, либо там, ученики могут зайти и посмотреть, что там распланировано. Родительские собрания, значит, тут все настройки, там, какого числа, название, да, родительское собрание. Дальше можно написать, какая тема будет там родительского собрания и так далее. То есть, ну вот, прям проведение онлайн. Либо это для тех еще можно организовать, кто не смог прийти, то есть настроить какую-то онлайн, там, с ноутбука, тоже трансляцию. Подключение к родительскому собранию происходит. Вот здесь я говорила, то, что идет планировщик. Вот там, например, в 11 часов, 12 часов, и вот мы видим, что в 2 часа дня родительское собрание, указано место, либо если ты не можешь присутствовать, то присоединяешься, кликаешь, там микрофон включаешь или нет, и камеру. Дальше запись можно проводить, и это все автоматически будет сохраняться в Microsoft Stream. Это, ну, как такой YouTube именно канала созданного класса, про который мы вообще в целом говорим, да, то есть это на примере одного какого-либо класса, командной работы. Далее, тут, наверное, все уже сказала. И возможности онлайн-собрания, тут также можно транслировать экран, делать презентацию, либо как бы смотреть друг на друга по видеозвонку. Ну, там идет так, что смена, то есть кто говорит спикера, то есть его показывают, либо там переключение камер идет. И, как я уже говорила, запись собрания публикуется на портале Microsoft Stream, это все тот же портал, с которого мы начинали, да, где мы свою учетную запись сводили. И там уже можно просмотреть все записи и, ну, если какие-то вопросы возникнут, там возвратиться. Добавление электронных ресурсов Teams. Можно, значит, вот там вот у нас есть плюсик, да, на нашем верху команд, на командах. И можно создать, значит, название вкладки и далее вставить ссылку, где мы можем потом сохранить и потом класс, заходя, да, на нашу команду, будет видеть вот такого вот плана приложения. То есть, например, там добавили сайт, здесь
добавили сайт, попросили ознакомиться, например, учителей, или родителей, или учеников. И потом можно даже вопрос какой-нибудь создать, да, который мы уже здесь проходили. Вот, что очень тоже удобно. Записная книжка класса. Также удобный способ структурирования различной информации. То есть здесь можно обмениваться там служебными записками, и так далее. То есть обмен информацией. Записная книжка, значит, есть пространство для совместной работы, где преподаватель может редактировать содержимое и учащийся может редактировать содержимое. Либо вот библиотека содержимого, публикация материалов курса для учащихся, где преподаватель может редактировать содержимое, а учащийся может только просматривать содержимое. И также создание записной книжки учащихся. Личное пространство учащихся. То есть это может быть какой-то как тетрадка какая-то, да, где он выполняет домашние задания какие-то порученные. И преподаватель может редактировать содержимое, а учащийся может редактировать только свое содержимое, но они могут просматривать чужое содержимое. Что должно быть в личном разделе каждого учащегося? Тут раздаточные материалы, домашние задания, как я уже говорила, и так далее, и тому подобное. То есть тоже очень удобно. Учитель зашел, все посмотрел, у определенного ученика, там дальше я покажу, будут свои такие тетрадочки, что сделаны. Вот тут вот получается библиотека, вкладки, вот, документы для родителей, поездки, это я сейчас скажу. И далее вот студент 1, студент 2, и также это будет, например, там Иван Попов и так далее. И у каждого своя вот эта вкладка, это что видит учитель. А ученики могут видеть только лишь вот свою тетрадку, да, эту записную книжку, как говорится. И тут, значит, у нас разделы показаны, а тут страницы. То есть мы вот зашли в раздел поездки, например, да, вот учителя там с учащимися обсуждают поездку в Лондон, которую осуществили в апреле месяце. И, значит, создали страницу, и каждый учащийся может поделиться своей там информацией, обсуждением, написать, может, какое-то сочинение на эту тему. И в завершении скажу, что Microsoft Teams можно установить и на мобильный телефон, на смартфон, и также доступны все сервисы. Немножко интерфейс другой, да, нежели с ноутбука, там, компьютера. Также все доступно, то есть это все всегда доступно в любой точке мира. Вы зашли либо на портал, либо вы зашли со своего смартфона, и всегда можете быть на связи с родителями, учащимися, и сделать свой образовательный процесс более интересней, продуктивней, занимательней, и плюс задействовать информатизацию, да, в наше время. В принципе, у меня все. Также вот есть у меня такие буклетики, где есть наши контакты, мои в том числе, и также нашего офиса в Санкт-Петербурге. И здесь указано на том, что, да, базовые пакеты Microsoft, мы очень активно работаем с Республикой Коми и практически охватываем ее всю. И продлевается базовый пакет с 1 января по 31 декабря, то есть уже активно готовится Сыктывкар, Интаунас и Сыктывдинский район, который прям супер в этом деле. И здесь вот указано о том, что офис 365, да, доступен для абсолютно каждого образовательного учреждения бесплатно, все его сервисы бесплатны. По запросу, по развертыванию вы можете обращаться мне, писать на электронную почту, либо мне звонить по телефону. Поэтому, кому нужно, такие листовочки я раздам. И благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Если вы обратили внимание, практически через Teams там использовались все приложения 365-го офиса. Так, следующее выступление у нас Учи.ру. Образцова Мария Сергеевна, пожалуйста, вам слово. Так, а Собачева Нина Ивановна есть? Есть, да?
Да, она запущена, по-моему. Ага. Добрый день тем, кто остался. Меня зовут Образцова Мария Сергеевна, и я специалист по работе с регионами образовательной платформы Учи.ру. Собственно, постараюсь как можно коротко рассказать о том, как именно Учи.ру поможет, что она представляет из себя в качестве элемента ЦОС. В целом, в рамках реализации национального проекта основной задачей для педагога является развить свои цифровые навыки и научить учеников использовать современные цифровые технологии в образовательном процессе. Именно такое смещение приоритета в сторону цифровизации поможет достичь целей, которые сейчас стоят. Это и индивидуализация, дифференциация образования, это удобный мониторинг результатов, это и повышение образовательных результатов. И, мне кажется, одна из наиболее важных целей – это начать педагогу говорить на одном и работать на одном языке с учениками и вернуть то самое доверие и авторитет, которого не всегда хватает. Ну и, собственно, Учи.ру как элемент ЦОС и в целом как образовательный портал продолжает набирать обороты. В прошлом году учебном 3 миллиона 200 учеников по всей стране постоянно занимались на платформе Учи.ру. Также мы вышли на международный уровень, проводим очень много мероприятий в странах БРИКС. Ну и, собственно, ученики из стран БРИКС, это Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, они участвуют в наших олимпиадах и занимаются на платформе математикой и английским языком. Ну, исторически так сложилось, что самое большое количество учеников у нас работает в начальной школе, потому что именно с нее мы начинали. В целом, по Республике Коми в прошлом году на платформе работало свыше 25 тысяч учеников. И хочу отметить, что мы достаточно много добавили новых предметов в средней школе. Вы можете видеть, это и физика, химия, география и другие предметы, чтобы у детей был и выбор, и, собственно, возможность изучать все предметы, которые они хотят в старшей школе. Также появилась возможность готовиться к государственной итоговой аттестации. Это подготовка к ВПР у четвероклассников, математика, русский, окружающий. И также это подготовка к ЕГЭ по математике уровня базы, уровня профиль и ЕГЭ по русскому языку. То есть, собственно, сейчас у учеников, можно сказать, с 1 по 11 классов есть возможность не только заниматься по интерактивным курсам, но и еще готовиться к государственной итоговой аттестации. Ну, одним из ключевых преимуществ платформы является индивидуальная образовательная траектория. То есть ученик находится в центре интерактивного образовательного процесса, где он не только что-то читает, пишет и слушает, но и постоянно взаимодействует с системой. Система строит с учеником диалог. То есть он заходит на платформу, начинает выполнять задание. Если выполняет его верно, то система его хвалит и дает новое задание. Если выполняет его неправильно, то она задает наводящие вопросы, упрощает задание и разными способами пытается ему помочь выполнить задание верно. То есть она не говорит ему правильный ответ, а дает какие-то подсказки, наводящие вопросы, которые позволят ему в дальнейшем, например, выполняя какое-то подобное задание из учебника, или какую-то задачу, или что-то, может быть, на самостоятельной работе, чтобы он запомнил эту подсказку и мог ей воспользоваться вживую далее. Ну и самое главное, это то, как можно использовать платформу Учи.ру. Сейчас есть множество возможностей, которые соответствуют инфраструктуре любого образовательного учреждения. Мы выделяем два самых крупных блока. Это блок работы дома и блок работы в школе. Но что касается работы дома, то, думаю, тут все просто. Ученик приходит и в комфортное время со своим собственным устройством начинает заниматься. А работа в школе, она, конечно же, возможности работы в школе зависят от инфраструктуры, как я уже говорила, и также от фантазии самого учителя. Например, учитель может использовать наши задания при объяснении какого-то задания, при закреплении материала, выводя просто на интерактивную доску, либо на экран в классе. То есть это первый, самый простой способ. Что касается более сложных, для них уже требуется наличие либо компьютерных классов и выход в эти компьютерные классы, либо работа с мобильными компьютерами и ноутбуками. Собственно, я вот на этом хотела бы больше сосредоточить ваше внимание на возможностях современных, которые требуют использования новой техники, поскольку это актуально в рамках реализации нацпроекта. Что можно делать?
Здесь мы выделяем три основных модели работы. Это так называемое смешанное обучение, когда работа в традиционной форме с учителем, она сочетается с работой на платформе онлайн. Значит, какие есть варианты? Первый вариант, так называемый перевернутый класс. Например, на следующей неделе вы начнете с вашими учениками изучать тему десятичной дроби, и для того, чтобы им было легче эту информацию воспринимать, изучать что-то новое, вы наперед им задаете домашнее задание на платформе, они этот материал выполняют, кто как может, со своими ошибками, в своем собственном комфортном темпе и с необходимым количеством повторений. И, собственно, через неделю они приходят, и вы объясняете им тему так, как вы привыкли, можно с использованием интерактивных каких-то платформ, в том числе Учру, а можно просто в том традиционном формате, как вы работали до этого. Говорят, что у детей возникает эффект успеха перед учителем, когда он уже что-то сам понимает, изучил, и он может работать более активно и высказывать свое мнение. Второй вариант называется цифровая школа. Во многих регионах в прошлом году мы этот проект запускали, в том числе и в Коми. Раз в неделю дети ходят в компьютерный класс и занимаются в компьютерном классе в своем собственном темпе в течение одного урока, например, математикой. Ну и, собственно, в течение всего этого времени они заполняют те пробелы, которые у них есть, и на выходе, например, если девятиклассники, можно посмотреть, насколько это эффективно. То есть по результатам ОГЭ можно провести корреляцию и посмотреть, как это влияет на успехи ребят. Ну и одна из самых популярных моделей смешанного обучения сейчас – это ротация станций. Когда вы условно класс на уроке делите на несколько групп, например, на 3, часть детей занимается с вами в традиционной форме, вторая часть детей занимается, например, за планшетами, и третья часть детей выполняет какую-то контрольную самостоятельную работу. Далее они все по очереди меняются, и получается, что каждая группа попробует себя на определенной станции. Это достаточно сложно организовать, но необходимо время, чтобы привыкли и вы, и дети. Но именно такая форма сейчас является самой популярной и доказывает действительно прирост знаний у детей. Потому что они пробуют узнавать информацию из разных источников, ну и, собственно, кто-то находит именно свой, который помогает ему лучше воспринимать информацию. Собственно, платформа – это надежный помощник. Я думаю, что, наверное, вы с ней так или иначе сталкивались в работе. Удобная система для мониторинга. Вы видите, какие дети допускают ошибки, какие темы даются сложнее, сколько времени им требуется для работы. Также у вас, как у учителя, есть возможность открыть абсолютно любое задание, ну а дети, соответственно, работают по индивидуальной образовательной траектории в соответствии с теми проблемами, которые у них есть. Ну и я уже говорила о том, что в нескольких регионах у нас в прошлом году были запущены пилотные проекты по цифровой школе. Тут представлены результаты чеченского проекта. Там в начальной школе сложилась такая ситуация, что в каждом классе учителя от 40 детей, ну и, соответственно, работать, говорить уже о каких-то высоких результатах практически невозможно. Собственно, они к нам обратились за помощью, мы предложили им тот самый проект по смешанному обучению, который называется «Ротация станций». Там участвовали 53 класса. Мы детей всех разделили на экспериментальную и контрольную группу. Экспериментальная группа, она работала по модели смешанного обучения ротации станций. Там дети разными способами изучали материал. А контрольная группа, они работали только с учителем в традиционной форме. Собственно, было проведено входное-выходное тестирование, и результаты выходного теста показали, что у детей, которые работали вот именно с использованием смешанного обучения, образовательный результат он повысился практически вдвое. Потому что у них были разные источники, и если они что-то не усвоили с учителем, то могли это еще повторить и закрепить другими способами. Ну, я думаю, что про Олимпиаду Учру вы, наверное, тоже слышали. Самое главное изменение, которое у нас произошло с прошлого года, то, что учителя очень часто нас просили вести какую-то дополнительную мотивацию для учеников, чтобы они не просто участвовали в Олимпиаде для того, чтобы получить только благодарственное письмо или потому, что им нравится Учру. В этом году, вообще в прошлом году у нас был проведен проект вместе с агентством человеческого капитала на Дальнем Востоке. И там дети принимали участие в олимпиадах, там был заочный тур, очный тур с нашим участием.
вначале на платформе Учеру, и те, кто дошли до конечного этапа, они получили дополнительные 10 баллов при поступлении в вузы Дальнего Востока. Сейчас мы активно общаемся с университетами в Центральной России, и они тоже заинтересованы в таком партнерстве, и в скором времени будут олимпиады, которые будут давать привилегии ученикам старших классов при поступлении. Какие-то дополнительные баллы. Они могут быть при дополнительных вступительных испытаниях в университете, могут быть просто в портфолио. Тут уже каждый университет персонально решает. Но из ближайших олимпиад, которые будут давать определенные привилегии, это олимпиада по естественно-научным предметам, она будет осенью, и дополнительные 10 баллов будут для детей при поступлении в химический университет имени Менделеева в Москве. Ну, то есть можно будет уже попробовать. В прошлом году мы провели торжественное открытие олимпиады здесь по английскому языку. Также провели 24 семинара для учителей, но и в этом году тоже на этом не останавливаемся, будем активно сотрудничать и всех вас ждем на семинары, которые в скором времени, я думаю, уже состоятся. Ну и что касается доступа на платформу, то абсолютно ничего не изменилось. Как и раньше, платформа для учителей и школ, она абсолютно бесплатная. Вы в любое время заходите, можете посмотреть задания, как дети занимались, что-то подобрать для себя. Что касается учеников, то у них до 16:00 по местному времени нет никакого ограничения на задания. А после 16 в формате работы с учителем. Это вот, начать урок. В формате работы с учителем. Вот. А после 16:00 у каждого ребенка в нашей стране 20 дополнительных домашних заданий, с которыми они могут работать для того, чтобы повторить то, что они сегодня проходили в школе. Вот, у меня на этом все. Постаралась как можно более кратко. Спасибо. Спасибо. Кравачева Нина Ивановна, учитель математики школы номер 35, наверное, практическая сейчас, да? Я что-то покажу из практики. Но у меня вот вопрос как раз к вам, что вот говорите, например, ученик может дома отработать, да, материал, у него нет доступа конкретно по какой-то вот карточку решить по теме, пока он не прорешает все, дойдя до этой карточки. Поэтому это очень неудобно. Это индивидуальная Вот образовательная траектория. Покажите ему, например, линейные уравнения, там детям решить вот эти карточки. А они пришли и говорят, не ладно, мы не можем. Потому что они буквенные выражения до этого не прорешали, там очень много карточек. Поэтому немножко... Нет ли возможности им дать доступ? Да, да. Нельзя ли им доступ, вот хотя бы начало темы, когда идет? На самом деле сейчас этот функционал уже доработан, и есть пилоты в нескольких регионах, где учителя задают отдельные домашние задания, и как только те тесты покажут хорошие результаты, то так и весь функционал будет распространен на всю страну. То есть все не могут 100% весь класс решить вот все карточки, конечно. Спасибо. Ну вот я из практики. Найти. Вот, наверное, вот это, да? Конечно. Так. Значит, я только говорю о практической части. Показываю. Итак, все было сказано. Вот мои классы. Да нет, наверное, нужно. Вот мои классы с прошлого года. Удобство в том, что можно исправить состав класса в любое время. При этом, например, ушли некоторые учащиеся. Из данных классов поступили кто в лицей. Я могла уже к сентябрю, в конце августа исправить состав класса и уже пойти новым составом. Это прошлогоднее. Что я могу видеть, что мне очень нравится, что это статистика для учителя, где я вижу, какие закрашенные вот эти карточки зеленые, это то, что ученик прорешал, по каким темам конкретно. По диаграммам вижу, приступали ли они к олимпиадным задачам, вот разным цветом, например, математика, кто-то английский решал, приступал к другим предметам. По темам. Очень удобно, что есть вот доступ учителя от подготовки к школе до 11 класса. Если в этом году 11-классник подошел ко мне и говорит, Нина Ивановна, я уже прорешал все карточки за 11 класс, остались темы, которые интеграл мы не прошли,
то я его вернула и назначила ему как учитель 10 класса карточки, те темы, которые он в прошлом году не дорешал, те карточки. То есть я могу вот исправить его программу, назначив ему. Удобно видеть вот темы, понятно, по каким темам, интересное задание, карточки. Вот статистика прошлого года, как они решали. 2 человека к маю, уже к концу мая, выполнили 100% все карточки, прорешали. А вот в августе еще одна девочка прорешала, буквально в августе, и получила 100%. То есть все карточки, все темы она прорешала и получила тем самым диплом. Нравится им получать, конечно, сертификаты, дипломы, грамоты. Игровая форма занятий их вовлекает в учебный процесс. Вот эти бусинки должны перекатываться, если они выполняют правильно задание. Если они делают много ошибок, у них верные обратно перекатываются, они еще получают задания. И я как учитель вижу все эти ошибки, которые они допустили. Ну, олимпиады, марафоны больше всего, конечно, нравится им выполнять. Ну, это вот разные предметы, результаты марафонов, награждения можно вот проводить, все предметы. Они могут выбирать. Сегодня он математику хочет решать карточки, завтра русский, послезавтра английский. То есть вот выбор, конечно, идет для детей. Вот результаты марафона последнего. В течение года, в прошлом году вот было 6 марафонов. И только к концу года активизировались вот мои эти 4 класса. И все 4 класса выполнили, цель была ими достигнута. И все 4 класса, кто участвовал, они получили все грамоты. Портфолио, мое портфолио, где могу свои награды видеть, скачивать вот эти документы. И, конечно, вот дипломы учеников. Там есть грамоты не только учителю, но и школе. Дипломы учеников скачиваю, печатаю им. Вот последние даже, например, грамота участника марафона, 25 человек участвовали. Сертификаты там по математике 9 и так далее. И все это видно в кабинете администратора, где стекается вся информация. Также нравится, что учеру рассылку учителю отправляет, где я вижу, кто, вот какой ученик, сколько заданий решил, без ошибок, сколько процентов. И сравнение идет вот в целом лучше, например, в среднем по 10 классу, больше, чем в среднем по 10. То есть вот видно этих учеников. Я их, конечно, поощряю 5, что им тоже нравится. И вот, конечно, в конце года все получившие грамоты, разные классы, все, ну, это было уже тоже заставка, да, и вот кабинет администратора. На 31 мая в прошлом году было видно, что из 119 учеников у меня активными были 67 человек, а вот уже на 1 октября в этом году из 113 было 94 активных ученика. То есть вот статистика, конечно, хорошая. Ну и последнее самое, что только что прошла Олимпиада по математике 16 по 30 сентября. И вот классы, 4 класса в этом году, 113 человек. И мат-классы 7М и 11Б, они почти 100% участвовали. Там девочка одна в отъезде была из 7М, и в 11Б один мальчишка болел, не выполнял работу. Ну и видно количество сертификатов, похвальных грамот и дипломов победителя. 67 штук, я им еще должна распечатать и вручить. Поэтому они этого ждут. И сейчас участвуют активно в марафоне, который следом идет, 2-й уже открылся. Ну вот это все индивидуальная работа у них. Они дома каждый садятся и выполняют работу. Вот. Ну, мне приходится только, конечно, в этом году, каждый раз они просят, нажмите, Нина Ивановна, начать урок. Нажмите кнопочку «Начать урок». Поэтому вот только вот это, наверное, неудобство небольшое. Ну, в целом нравится. Вот 3-й год я на учеру, работаю вместе с ними, с детьми. Вопросы ваши? Спасибо за внимание. У меня вопрос. Вы работаете, Нина Ивановна, в
проекте республиканском или самостоятельно? Нет, я самостоятельно. Меня пригласила с другой школы подруга. Самое главное, она сама забросила, а меня как бы заинтересовала. Я подключилась, детям раздала все пароли и потихоньку стала вывешивать. Вначале одну грамоту вывесила, они видят другой класс, что это они получили эту грамоту, а мы что не можем. И вот к маю, конечно, к концу мая они все почти заработали. А дети Вот. тоже оплачивают? Или... Нет, они работают бесплатно. Они находят вот возможность работать бесплатно, стараются. Они иногда пишут там в группе смс-ку: Нина Ивановна, или через учителя, классного руководителя: Нина Ивановна, нужно кнопочку какую-то нажать. Нажмите, пожалуйста, они хотят решать. Ну и раз вторая смена, например, вот буквально сейчас я смотрела, 6 класс, они учатся во вторую смену, поэтому они где-то до 6 учатся, а утро-то они свободны. И поэтому я сегодня вот часа 2 они вот решали. Смотрю, 3 человека, следующие 4 человека, кто когда свободен. Они же ходят тоже на секции, на кружки посещают. То есть у кого когда есть возможность решать эти карточки. И, конечно, больше бесплатно они решают. Есть один мальчишка, который очень вот слабый был, меня в этом году как бы обрадовал. Я говорю: Саша, ты откуда столько решил карточек? Он: Нина Ивановна, мне подарили деньги на день рождения, я купил себе 290 рублей, оплатил, и я решаю эти карточки по математике. То есть как бы тем самым они вовлекаются, им нравится. Начинает получаться. И надеюсь, что, может, он из слабого ученика перейдет в разряд сильных, потом средних, а далее Еще сильных. один вопрос. Пожалуйста. Вот Ольга сейчас у нас первое тест задание, Да. смысловое чтение, это предмет, там что-нибудь есть, нет? Похоже. Ну, сейчас у меня нет в этом году 9 класса, у меня 11-й профильную, мы с ними разбираем вот, математику. Но я видела, но не заходила, честно говорю, но появилась. Но, по-моему, сказали по-старому, а не по-новому, да? Пока К началу ноября мы обновим эти обновите, задания, да? Очень хорошо. собственно, можно- Угу. А так вот, профильные ЕГЭ в прошлом году решали, в этом году. То есть Как и есть на решу отдельно- ЕГЭ то же самое. там есть Нравится. отдельно, конкретно по Есть, в этом году еще новое появилось, это тесты. Учитель может назначать тесты и проверять на учеру эти вот тесты. У меня их не было, писала письмо, и мне подключили. Чему я очень рада. Так. Ну, все у меня, спасибо за внимание. Коллеги, Еще вопрос. Пожалуйста, вы сказали, что вы видите ошибки детей, да? Да, я нажимаю на статистику, на ученика конкретно. Появляется, какого числа он был, какие карточки он решал, сколько минут он потратил на эту карточку и какие ошибки он вот допустил. Там все видно в статистике. Но платный вариант дает возможность, допустим, изучить. Больше. Платный вариант, они во времени не ограничены. И, конечно, некоторые родители, я знаю в вот в начальной школе, они просто покупают на целый год и уже могут и следить. Они же тоже родители зарегистрированы там. И тоже могут следить вот, за достижениями детей. Поэтому, конечно, очень удобно, мне нравится работать на этом портале. спасибо. И сейчас у нас награждение активных школ по итогам участия в проектах «Смешанное обучение» и «Цифровая школа». Мария Сергеевна. Потребуется немного, наверное, времени, буквально пару минут. Я просто немножко приготовлю. Да, можно было бы. Ну, я, наверное, немножко расскажу вообще, что это были за проекты, буквально пару минут. В прошлом учебном году на территории Республики Коми проходило 2 проекта. Первый – это проект по смешанному обучению. В нескольких школах республики дети использовали вот эту современную модель смешанного обучения, ротации станций, и мы смотрели от этого результат. Собственно, результат был, и в этом учебном году мы решили этот проект продлить и уже расширить на более такой большой формат. И второй проект, который был в республике, это был проект, который назывался «Цифровая школа». Дети ходили в компьютерный класс раз в неделю и занимались там математикой. Давайте перейду к самому приятному моменту. Я начну с того, что отмечу
те образовательные учреждения, которые были достаточно активными. Итак, благодарственное письмо от образовательной платформы Учру выражается за активное участие и высокие результаты в проекте «Цифровая школа» 2018-2019 муниципальному бюджетному образовательному учреждению средняя образовательная школа номер 23 города Воркута. Если здесь есть представители, то можно... Нет, да? Далее. Благодарность за активное участие и высокие результаты в проекте выражается в средней общеобразовательной школе номер 12 имени Олега Кишевого, города Сыктывкар. Нет. Также благодарность выражается в школе номер 30 города Сыктывкара за активное участие. Все же. Отлично. За активное участие и высокие результаты в проекте. Спасибо. Фото. Так, наверное, фото вот сюда надо подходить делать, иначе проектор освещен. Далее, благодарность за активное участие и высокие результаты в проекте «Цифровая школа» 2018-2019 выражается в средней общеобразовательной школе номер 1 города Микунь. Нужно потому всем передать, нет. Передадим. Далее, образовательная платформа Учру выражает благодарность коллективу средней образовательной школы номер 4 города Усинск за активное участие тоже в проекте «Цифровая школа». Нет, да? Так, когда в камеру, чтобы они услышали. Надо приехать. Также в средней общеобразовательной школе номер 5 города Усинска мы тоже выражаем особую благодарность за активное участие и высокие результаты в проекте «Цифровая школа». Вот, спасибо им. Ну и далее я перейду в этих конкурсах были также победители и призеры, и я хотела бы сейчас их тоже наградить и отметить призами. Итак, за третье место награждается в проекте «Смешанное обучение онлайн» с платформой Учру. Награждается гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина, города Сыктывкара. Также за третье место в проекте «Цифровая школа» 2018-2019 награждается средняя общеобразовательная школа номер 8 города Инта. Давайте похлопаем. Далее уже идут вторые места. Второе место за участие в проекте «Цифровая школа» 2018-2019 награждается муниципальное бюджетное образовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа номер 1, ПГТ Нижний Одесс. Если есть, то... Так. Передадим. Так, далее. За второе место в проекте «Смешанное обучение с онлайн-платформой Учру» в 2018-2019 году награждается гимназия, национальная гимназия города Сыктывкара. Ну и остались первые места. Победителями в проекте «Цифровая школа» 2018-2019 объявляется технический лицей города Сыктывкара.
может, были, да ушли. Да. Да. Так долго. Ну и в проекте «Смешанное обучение. Основная платформа ЧРУ 2018-2019» награждается средняя общеобразовательная школа номер 21 с углубленным изучением немецкого языка. Гордость Астрахани. Ну вот у меня на этом все. Думаю, что мы все подарки и благодарственные письма передадим уже с вашей помощью. Хорошо, передадим. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, у нас еще остался мастер-класс «Виртуальная реальность в образовательном процессе». Хорошо, Ольга Николаевна. Виртуальная энциклопедия. Не, у нас снимается. Всем здравствуйте. Как Вячеслав Алексеевич меня уже представил, меня зовут Ольга, представляю компанию «Виртуальная энциклопедия». Если есть здесь сыктывкарские педагоги, то я думаю, что многие нас уже знают. Мы занимаемся второй год уже с помощью виртуальной реальности дополнительным образованием. То есть это научно-познавательные фильмы в шлеме виртуальной реальности. В городе Сыктывкаре и в республике уже работаем второй год. Сейчас открыли филиалы в других городах, успешно работаем, помогаем деткам с помощью виртуальной реальности. У детей больше появляется мотивации, так скажем, к обучающему процессу. Также имеется после просмотра наших фильмов имеется закрепочный материал, то есть с помощью которого педагог может пройти еще раз по просмотренной теме, да, провести какие-то тесты с детками, есть какие-то наглядные пособия. Если это детские сады или младший блок, это могут быть раскраски. В общем, это очень интересно, и мы сейчас хотим вам продемонстрировать. Также я вам какую-то раздаточную продукцию раздам, чтобы вы могли сами посмотреть. Сейчас мы также планируем ехать в Усинск, в Воркуту, в Печору, в Инту. Поэтому было бы очень здорово, если согласились бы с нами посотрудничать, посмотреть, какие фильмы, познакомиться с нашим учебным материалом. И я думаю, что было бы очень интересно. Раздам сейчас каждому брошюрочку такую, она для младшего блока, к сожалению, для старшего блока не взяла, но вы сейчас сами наглядно сможете познакомиться, что значит виртуальная реальность через шлемы. Да. Нет, не рано. Еще хотела дополнить, что, может быть, кто-то на наш сайт зайдет в группу, там есть каталоги, или появятся какие-то вопросы, здесь есть контакты, всегда можно позвонить, и мы ответим на все вопросы. Так, сайт тут не указан, наверное, да? Тут есть группа ВКонтакте. Так, здесь не те, наверное, брошюрочки, да? Тогда можно сделать так. В любом случае, если вы разрешите, я возьму контакты у Вячеслава Алексеевича ваши, и уже точечно прям каждому позвоню, пообщаемся, расскажу, скину каталоги. У нас в этом году появилась не только астрономия, естествознание, биология, но и появились заповедники. Пока это архангельские лосифермы появились. И также после Нового года мы будем именно создавать свой контент. Это Республику Коми. Поэтому я думаю, что это будет всем очень интересно, как вам, так же и ученикам.
Параллельно пока запускается, то есть это у нас 30 шлемов виртуальной реальности, можно всему классу показать синхронно, одновременно выбранный предварительно педагогом фильм, то есть целый каталог фильмов. И детки одновременно с помощью шлемов на уроки или после уроков, или на группе проделанного дня могут посмотреть фильм. Выдается всегда одноразовая масочка. Шлемы для детского зрения абсолютно безопасные. В шлемах в этих, то есть фильмы все лицензированные, с сертификатами каждый фильм. Они разработаны именно для каждого возраста. То есть не показывается, что до 1 класса, что до 10. Для каждого возраста свои есть фильмы. В шлемах зрачок абсолютно в расслабленном состоянии, поэтому никак не влияет на зрение. Буквально секунд 10. Что не одеваете? Там ничего нет. Так застегиваете. Да, сейчас Решили Ну, если не обязательно, кто хочет, тот может одеть, да. А может, Я уже видел. Что нам? Перед началом учебного дня, то есть подготавливаемся, складываем и, естественно, уже то есть детки когда приходят, и сразу же даем полную инструкцию, масочки задаем и сразу же Два шлема из зала не будут показывать. Поднимите, пожалуйста, руку, кого не будут показывать. Изо дня видим причина нашего возникновения, наше настоящее и будущее. Свет. у кого-то темнее что должно быть, но ничего не должно быть. Надо всегда смотреть
Свет означает жизнь. Секрет нашего существования – это фотосинтез. Хлорофилл, окрашивающий листья в зеленый цвет, помогает растениям усваивать энергию солнечного света. В процессе фотосинтеза углекислый газ и вода преобразуются в глюкозу и кислород. Кислород нужен нам, чтобы дышать, а значит жить. Свет состоит из электромагнитных волн, каждая из которых имеет свою длину. Белый свет – это множество волн с разной длиной волны, то есть разного цвета. Однако видимый свет – это только малая часть всего электромагнитного спектра, который помогает нам развиваться. Отправлять сообщение из пункта А
промежуток. Коллеги, на этом наша работа нашей секции заканчивается. Ну вот, если есть у кого желание, сейчас будет мастер-класс в кабинете напротив. Павел Евгеньевич будет проводить по, что он там говорил, для подготовки в первый класс. Желающие могут остаться. Сейчас он в министерстве встречается с министром. Ну, я думаю, буквально минут через 10-15 подойдет. Поэтому 10-15 минут перерыв, и мы можем собраться в 102-й аудитории. Спасибо всем, кто выдержал с 9 и до. Не знаю, там чайная комната еще работает. Можно пойти попить, наверное, чай. Я думаю, там еще. Слушай, где мышка?